Уфа – зеленая столица. Так можно описать этот город. Все мы, его жители, стараемся сохранить и приумножить красоту нашего города, участвуя в масштабной акции «Зеленая Башкирия» по высадке деревьев. Одним из мест проведения акции по высадке крупномерных деревьев стал Центр психолого-педагогической помощи «Саторис», который находится в Орджоникидзевском районе города Уфа. Эта акция длится не один день, а на протяжении всей жизни дерева, ведь за ним нужно ухаживать и смотреть, удобрять, возможно, поливать. Чтобы вырастить одну вечно зеленую красивую ель, нам понадобится не менее 10 лет, и все эти годы дереву нужно внимание. Как думаешь, для чего проходит эта акция? Эта акция проходит для озеленения нашей республики. В этой акции я принимаю участие первый раз. А почему именно в этом месте проходит эта акция? Мы сажаем деревья рядом с центром, потому что здесь будут гулять дети, и им будет очень приятно гулять среди зеленых деревьев. В рамках акции «Зеленая Башкирия» в 7 районах Уфы в один день было заложено сразу несколько скверов и аллей. Впервые эта акция проходила еще в апреле этого года. Тогда в ней приняло участие более 160 тысяч человек, благодаря чему были разбиты 164 тематические аллеи. На этот раз масштабы акции увеличились. Какие советы ты можешь дать по посадке деревьев? Чтобы деревья лучше прижились, их лучше сажать осенью на глубину 20 сантиметров, а потом обязательно полить их. Почему вы сажали именно ели? Вечно зеленые ели поднимают жителям нашего района настроение на протяжении всего года. Какие эмоции сложились после акции? Я была счастлива в первый раз в жизни посадить дерево в рамках акции «Зеленая Башкирия» на территории психологического центра «Саторис», куда дети Орджоникидзевского района очень рады ходить. Эта акция проходит в преддверии празднования Дня Республики. А вот такой подарок Башкортостану сделали ученики инженерного лицея номер 83 на улице Первомайской. В общей сложности по всей Уфе высадили более 2000 деревьев. Ранее было высажено более 109 тысяч деревьев и кустарников. И я думаю, что это только начало. Это увеличит экологические ресурсы для благоприятного проживания в столице. Ульяна Петрова, Михаил Жерлицын специально для «Горы новостей».